Но мы почему-то здесь упустили, что эта трасса проходит также через особо охраняемую природную территорию. Хотелось бы понять, а рассматривались ли в свете вот этих вариантов, какие затрагиваются, допустим, наличие краснокнижных, особо редких животных, растений. Давалась ли оценка этому варианту? Может быть, мы по каким-то там участкам можем вообще ареал обитания утратить? Мы будем проводить мониторинг строительный, значит, потом при строительстве и постстроительный мониторинг. И, значит, создаем инструкцию, где будем знакомить всех абсолютно строителей, как найти Красную книгу и что делать при встрече Красной книги. То есть, и потом, значит, идут еще мероприятия, если это возможно, по переселению Красной книги, и такие мероприятия тоже заложены, либо, значит, по восстановлению мест обитания их. Почему к дубравам такое особое внимание уделяется? Потому что дубрава как раз и есть Красная книга, обитает это и насекомые, и растения по дубравам, это у нас рябчик русский, который там произрастает, и плюс это краснокнижные птицы. И еще один вопрос по вот этой насыпной, ну так скажем, дамбе, я ее так называю, в любом случае это дамба, когда будет строительство моста. Как она повлияет, будет ли она проходить по понижениям, потому что это места нереста, это Сергей Валентинович об этом сказал, и как можно, с вашей точки зрения, все-таки это обойти, чтобы разлив остался в пойме? Никак. Места нереста – это временные места, это именно понижение, которые на территории Волго-Ахтубинской поймы, куда рыба заходит только во время половодья для нереста, ни для чего другого. Вот это как-то будет учтено? Так. Юрий Витальевич. Я поэтому спрашиваю, что будет или не будет. И, безусловно, да, предусмотрены водопропускные трубы, но на Я участке... сейчас не про трубы говорю. Коллеги, давайте, Наталья Борисовна, у нас Давайте, еще всё надо хорошо. озвучивать. Это у нас не крайнее заседание. Коллеги, принимается как вопрос на следующее.